реконструкция. Это был первый публичный проект, который позволит нам улучшить качество и безопасность экологическую на наших нефтяных скважинах. Коротко познакомился с своим проектом, и мое такое видение, что пора уже заниматься не только вставлением дырок на нашей матушке земле, но еще и уже реконструировать для того, чтобы избежать каких-либо экологических проблем. Я прошу сейчас, работа сложная, доклад большой, отключить все телефоны, чтобы нам сами не мешали. Ну и для проведения слушаний я предлагаю избрать председателя слушаний, хочу предложить вам Яну Коншитинину, все ее знаете, или секретарем. Нужно согласовать, да? За председателем данных слушаний. Каня Николай Николаевич, прошу проголосовать. Татьяна Викторовна, считайте голоса. Все работают проще. Давайте проголосуем. Кто за то, чтобы избрать Чехова Александра Анатольевича председателем, прошу проголосовать. Саша голосует. Большинством голосов я кандидатуру прошла президент. Слушание. Меня зовут Тихомиров Владимир Александрович. Я главный инженер проекта по данному проекту по реконструкции нефтесборного коллектора куста номер 1 нефтяного месторождения. На слайде номер 1 представляю вашему вниманию презентацию проектной документации по объекту реконструкция нефтесборного коллектора куста номер 1 нефтяного нефтяного месторождения. Слайд номер 2. Исходные данные. Нефтесборный коллектор ГЗУ номер 1 ПНС, наименование по букву счету коллектора нефтесборного куста номер 1 нефтяного нефтяного месторождения, является существующим. Проектной документацией предусматривается реконструкция нефтесборного коллектора куста номер 1 нефтяного нефтяного месторождения. Начало строительства 2020 год. Основные технико-экономические показатели приведены ниже. Мы можем с вами увидеть, что было до реконструкции и что будет после реконструкции. Какие показатели. Получается, максимально возможное рабочее давление остается прежним. Далее способ прокладки у нас не менее 0,8 метров под землю. Диаметр трубопровода остается прежним. Это получается диаметр 159, толщина стенки у нас 6 мм. Категория трубопровода у нас тоже остается прежней, потому что ранее в документации не было представлена какая категория, но я точно такая же и есть. Протяженность трубопровода у нас сокращается буквально на 100 метров. Ширина полосы отвода на период строительства 23 метра, продолжительность строительства 2 месяца. 4 месяца, грубо говоря. Слайд номер 3. Это ситуационный план размещения проектируемого объекта. В административном отношении район работы расположен в Усть-Царевском районе Республики Коми. Участок работ находится на низовом нефтяном месторождении. Ближайшим к проектируемым объектам населенным пунктом является Усть-Цельма, расположенная в 30 километрах к юго-западу, и Усть-Ижма, расположенная в 25 километрах к югу. Город Ухта на расстоянии 225 километров к югу от рассматриваемой территории находится. Участок работы расположен в муниципальном районе Усть-Царевском Республики Коми на землях Усть-Царевского лесничества. И также является Усть-Царевским участковым лесничеством. Мы трубу не оставляем, она также будет демонтирована. Это вопрос как бы такой, а трубу куда будете девать? Ее можно нам тут? Это, собственно, кстати, труба хорошая, она начнет всегда будет перемениться, поэтому это мы уже посогласовали. А еще вопрос, вы говорили 37 метров ширина леса, да? Да. 23 метра – это ширина полосы отвода на период строительства.
А там, если предполагается, будут колеса или это старые колеса? На данный момент это уже построенный нефтепровод, он уже Старый, да, и в ширине получается, если 159 диаметр, там 8 метров охранная полоса, но на 23 метрах может быть, надо решать вопрос, смотреть. Вот. Это все у нас идет в проекте планировки, в проекте межевания. Тоже вопрос такой, если будет лист, тогда будем его забрать. Все, согласно законодательству. Согласно законодательству не получается никак забыть. Еще вопрос, наверное, к вам. У нас уже нефтепровод существует лет на 10, да? Больше, да? Больше даже. Были ли факты нефтеразбивок на той нефтепроводе? Нет, на этом нефтепроводе не было. Были у нас штаты в 16-17 году. На нефтепроводе не зимой, но ковид. То есть это другая труба. Это дальше труба. Она уже была реконструирована полностью в 2018-2019 году. А вызвано чем? Просто вы идете на опережение, получается, или чтобы Да, не мы дождаться? заранее. То есть такой срок мы все, сразу реконструируем. Я буду говорить, есть какой-то еще вопрос? Прошу задавать, пока есть. У нас, я первый раз на все слушаю, я хочу задать вопрос. У нас вообще в Силимском районе много нет вот этих идей, это одна единственная. Вот это В районе у нас два месторождения, это Южное Изевое и Низевое. А нефтепровод, собственно, на этом месторождении один, он центральный. И, соответственно, одна. И вот тут сказали, что 42 тонны. Или что вот Это масса, в том числе с демонтированной трубой. То есть основная масса вот этих отходов, которые будут образовываться, это именно труба, которую мы будем демонтировать. То есть 159 диаметра после конструкции. И вот сказали, что вот эти отходы, они будут на полигон. Да, для они будут отходов. утилизированы. А где этот полигон находится? У нас, согласно законодательству, сейчас единый региональный оператор – это Ухтар-Жилфонд. Соответственно, То есть будет переполненный там полигон со всем этим мусором. Это не к нам Нет. повезут? Я поясню, что Я имею в виду, да, и потом она по Печоре обратно сюда стекать. железная труба туда не повезется. Туда только вывозится стекло. Железная труба это остается у нас в Лукойле, то есть мы ее потом в дальнейшем либо продаем на металлолом, либо используем под собственные нужды. То есть труба это труба, так сказать, можно ее использовать не только как трубу, но и как опоры и так далее. Ну, я, может, просто я не в курсе, это значит, откуда эта труба? Большая часть, да. Использовали нефтепродукты. Вытесняется и вывозится на наши полигоны. Такой вопрос школьнический, можно сказать, сколько вы имеете доходов с нашего района? Вот хотя бы за последний год. Я не скажу эту цифру. Я просто и не обладаю этой информацией. Александр Сергеевич, Нет, вы проект, вы нам предлагаете за проект, а вот зачем мы должны идти вам навстречу, что-то здесь позволять делать, реконструировать? Это для увеличения мощности вы меняете трубы? Так Нет, Для ничего не меняется. увеличения безопасности. Не меняется ни диаметр, ничего, никаких эксплуатационных характеристик не меняется. То есть та же самая труба, только новая будет. Мы ничего не меняем, ни объема, ничего. Да, упрямляет, на 100 метров не короче будет. То есть все для блага, все для людей. Только для экологии все. То есть, а другими вопросами вы просто некомпетентно ответите, да? Финансовый директор должен быть Лукойла большого. Но у вас тут от Лукойла-то кто-то есть? У каждого свои направления, человек, который занимается. Вы от Лукойла, да? Да, я эколог. Так, ну, вот такой, какой вывод в течение года нам, допустим, значит, вы не знаете, не в курсе, сколько доход у вас за год, допустим, Лукойловской вашей компании от нашего района имеете. Ну, у вас есть какая-то договоренность, конечно, с администрацией на взаимовыгодное какое-то сотрудничество, и вот я хотела просто узнать нам, нашему району, что наш район вообще имеет от Лукойла? прозрачно должна быть казна. Да, вот допустим, вот сегодня, я вот немножко отклонюсь чуть-чуть, вот сегодня вот это совещание за месяц было опубликовано в Красной Печоре. За месяц. Проводится в рабочее время. 2 часа. Люди все на работе, кто в больнице, кто в школе, кто еще где. Заинтересованных на этих слушаниях было много. Но, по сути дела, что там узнать? Там узнать, вот я тут только узнала, что это реконструкция чего-то для безопасности, а так вообще-то
прочитав, я подумала, что-то новое тут вводится, открывается, и заинтересованных прийти сюда было очень много. И получается, что здесь вот в зале сидит администрация в основном, но еще пенсионеры. Все. А население-то на слушание не попало, и вопросов было бы гораздо больше у населения. Задали бы вопросы такие. Можно мне вопрос? А чем отличается администрация от населения? Они что, не высыльно живут, что ли? Так, ну знаете что, а почему только администрация? Вы представляете все население, что ли, администрация? Только представляет администрацию. Нет, это неправда. Это неправда. Потому что должны быть, вот на такие слушания должны попасть любой человек, должен попасть. Если хочет, может попасть. Месяц висело объявление, все это хотел, мог попасть, по-моему, если никто не ничего не закрывает. И я вот не мешают, конечно, потому что работа у людей. Но не все работают, те же пенсионеры. Ну вот я и говорю, пенсионеры пришли, администрация, потому что здесь работает, пришла. Да. Хватит Это не обсуждать бардак, то, что это бесполезно не бардак, обсуждать. это сейчас очень серьезные Его- вещи мы говорим. его Чтобы таких вот слушаний, слушания. как говорится, это тоже что за слушания такие? Пришли, послушали 1,5 человека заинтересованных лиц, все. Татьяна Викторовна, дайте слово. Так, вот я давайте попробую ответить на ваш вопрос. На сегодняшний день мы проводим публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду данного объекта. Данные вопросы регламентируются федеральным законодательством. В рамках данного законодательства объявления публичных слушаний должны размещаться в газете Российской Федерации, в региональной газете и в местной газете за месяц до проведения публичных слушаний, что и было сделано общезаграничной ответственностью Горской строительной компании. Это я уже проверяла. Если у вас есть предложение о том, чтобы у нас есть, кстати, свое положение о проведении данных публичных слушаний, оно датировано 2013 годом. Если у вас есть какие-то предложения, что, кстати, сразу же скажу, что время на сегодняшний день в том, что мы в какое время проводим, данным документом не предусмотрено. Если у вас есть какие-то предложения, что публичные слушания на данную тему проводить в нерабочее время, так вопросов никаких нету. Мы внесем туда изменения в наше постановление, будем проводить в нерабочее время. Обязательно надо внести. Вот давайте тогда останемся после этого, да, и вы внесете предложение, проблемы. Как это, пожалуйста, Так это внесите. уже проводится. Предложение. Нет, но сегодня-то мы уже проводим, я говорю на будущее проводить. Сообщить, тогда Но это неправильно, понимаете, слушания. Такие слушания проходить не должны вот так, когда люди попасть на них не могут. Ну, во-первых, Я их объяснила, почему не могут. Я повторяю. Потому что рабочий день, потому и не могут. Объявление висело более месяца. Любой из вас мог позвонить мне, либо оргкомитету и сказать, что мы не можем прийти в 2 часа, давайте сделаем 18 часов. Я думаю, что никто бы не был против, но заранее. Мы не можем это делать, решить все за месяц. А у вас у всей администрации сейчас вот этот час прогульный или как? Я вот это не с точки зрения трудового законодательства. Это прогульный. Я думаю, что мы сейчас Почему бы и нет? Когда еще- Если не по собрались. мы не собрались для того, чтобы обсудить проект, послушать, что нас ждет впереди. Я думаю, что если Вы вопросов уже по существу, заслушали если вопросов, Печоре в этой если рыбы нет, вопросов по существу, благодаря таким слушаниям. если вопросов по существу нет, я считаю, предлагаю завершить слушание, признать их состоявшимися. Нет, конечно. Всем спасибо. Надо, чтобы каждый мог задать. Что значит состояние? Давайте проголосуем. То, что признать слушание состоявшимся. Прошу проголосовать. Ну, администрация вся в полном составе и не работает, причем все не на своих рабочих местах. Спасибо за внимание. Знаете, порядок. Большинство голосов слушания